Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. В Якутии состоялся главный национальный праздник Эсэ-Холонхо. В этом году он впервые прошел на территории полюса холода в селе Тамтора Эмяконского района. Идея Эсэ-Холонхо пропагандирует сохранение уникальных традиций народной мудрости жителей Севера. Наш гость студии Афанасий Ноев, первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Афанасий Иванович, здравствуйте. Здравствуйте, Петр. Ну, давайте поговорим все-таки про Эсэх. Отдаленность проведения праздника в этом году не близкая была. Были ли какие-то проблемы, повлияла ли отдаленность на количество участников? Ну, во-первых, преодолеть 900 километров с Якутска до Тамтора, это надо переправиться через реку Лена, Алдан, так, и потом все-таки с одной стороны федеральная трасса, да, но с другой стороны и там дорога республиканского значения, так. Поэтому, конечно, безусловно, преодолеть расстояние с Якутска до Тамтора, но надо представить, что наши ехали еще с Величской группы районов, потом северные районы, да, на самолете. Поэтому, конечно, безусловно, территориальная и обширная территория республики, так, оно, конечно, влияет на организацию, и определенные напряженные графики работы оно накладывает. Так, конечно, были определенные трудности транспортировкой, и все-таки и погодные условия, которые могли нам помешать, да, но благодаря все-таки тому, что дождя не было в это время, так, и потом у нас дорожники, транспортники все сделали для того, чтобы сделать благоприятные условия организации Эсэ-Холонхо именно в селе Тамтор Эмяконского района. Поэтому все вот вопросы вовремя были решены. Поэтому и паромная переправа, и те автобусы, машины, которые были подготовлены, они прошли заранее все, и техосмотр, и как бы обслуживание ГЛОНАСС там, чтобы безопасность была, да. Конечно, они все были решены, и нам удалось вот все эти вопросы решить. Конечно, были трудности в плане того, что надо было, когда самолеты уже как бы не могли лететь из-за погодных условий, грозовые тучи там мешают маленьким самолетом Л-410, да, и вертолетом, поэтому пришлось всех практически участников, которые пожилого возраста, пришлось с Якутска везти в комфортабельных микроавтобусах, и надо было это оперативно решать. Конечно, благодаря всем организаторам нам удалось вот эти вопросы решить. Потом участвовали и дети с района, да, из 7 наследов, в том числе из Уснеры, да, и детский лагерь, детские участие детей, оно имело определенные организационные вопросы для того, чтобы тоже безопасность, там питание, тоже удалось все это решить. И, конечно, спасибо и службе спасения, и нашим медикам, которые уже были готовы на месте, если что, там принять экстренные меры. Но нам не пришлось обратиться, но службы все были на месте проведения Эсэ-Холонхо. Афанасий Иванович, традиционно Эсэ-Холонхо начался с театрализованного представления. В этом году оно было по мотивам местного автора. Вот расскажите про произведение и как шла подготовка. Во-первых, главным режиссером именно театрализованного представления был Андрей Савич Борисов. Вы все прекрасно знаете, так, наша как бы гордость и народный артист России, лауреат государственных премий. Поэтому мы были уверены, что именно какие-то уникальные моменты должны появиться во время театрализованного представления. Так, и потом сценаристом была Майя Власьева, так, тоже человек с большим опытом, и заранее были уже изучены материалы местные, да,
именно олонкосутов, именно людей, которые фольклор местных жителей именно Аймякония, да, и с этой точки зрения мы были подготовлены, так, и я хотел бы сегодня сказать, что именно вот те произведения, которые легли в основу, да, в первую очередь для театрализованного представления, для того, чтобы показать Олонхо, это была работа Максима Филипповича Амосова, да, вот это «Дугуе Баго», это именно Олонхо местного автора, так, который был записан в 1940 году фольклористом Семеном Ивановичем Боло. Так? И благодаря тому, что именно Боло в свое время записал много Олонхо, так, именно Аймякония, Момского района и других северных районов, мы могли уже на местном материале, ссылаясь на те Олонхо материалы, которые есть, фольклор местный, да, именно сделать сценарий и потом показать именно ту красоту и ту уникальность северного фольклора, именно полюса холода, да, для жителей республики, для всего мира, потому что действительно наше телевидение делало прямую трансляцию, так и по телевидению, по радио, так, и потом наши коллеги, журналисты много писали, именно основываясь на том представлении, которое театрализованном, которое было показано для всех участников и для телезрителей, так, и оно основывалось именно произведение именно Максима Филипповича Амосова, так, и благодаря, еще раз хочу сказать, именно Семену Ивановичу Боло, который в свое время записал, и все это осталось именно в таком, как бы, в реальном виде, который мы смогли показать для зрителей. Ну, во-первых, конечно, были определенные, моменты, когда надо было подготовить местное население, так, и мы благодарим, что именно алгышчитами, да, людьми, которые именно благословляли открытие цеха Олонхо, были местные алгышчиты, которые заранее подготовились. Они и знают и фольклор, и язык, так, и своеобразие Аймякона, да, но с другой стороны, конечно, учитывалась и масштабность этого мероприятия. И, конечно, мы должны были показать, что именно в полюсе холода живут прекрасные люди, которые именно знают свой фольклор, язык. И действительно, полюс холода – это полюс жары, так, полюс, когда люди наслаждаются встречей солнца, именно с добродушием встречают гостей. Вот это их именно северных людей, да, именно гостеприимство показали, да. И поэтому я считаю, что именно основной смысл, именно показать, что полюсу холода именно на севере, в Арктике живут люди добрые, отзывчивые и всегда друг другу помогают. Это нам удалось показать именно через театрализованное представление, сделав героем именно Дугуе Баго, который был всегда легендой и гордостью Аймякония, да, именно люди, которые всегда преодолевают трудности, несмотря на суровые зимы, несмотря на то, что отдаленность территории, да. Поэтому все это нам удалось показать, и думаю, что все коллективы, которые участвовали в представлении, в показе, да, они полностью это все представили. И, конечно, вот отсюда, с Якутска, 200 человек выехало, чтобы именно участвовать в театрализованном представлении, а 500 это человек, это именно с 7 наследов Аймяконского района. Это дети, взрослые, все
отлично справились. Афанасий Иванович, согласен абсолютно с вами, смотрел и сам лично, и думаю, многие зрители согласятся, очень масштабная была постановка. Я предлагаю продолжить темой народных мастеров, им было уделено большое внимание на этом Эсэхе Улонхо. Вот какие были площадки представлены, и самое главное, о стипендиях народным мастерам, когда они начнут присуждаться и на каких условиях? Ну, во-первых, указом главы республики и решение главы республики Айсен Сергеевича Николаева о присуждении именно Олонхосутам, Запевалам Асохай, кузнецам именных стипендий ежегодно, да, оно было принято в прошлом году во время Эсэха Олонхо в Верхневлюйском Улусе. Так? И в этом году уже решением главы республики так, к этим стипендиям еще будут стипендии присуждаются народным мастерам. Так? Это говорит о том, что глава республики, правительство республики поддерживает именно народных мастеров, фольклор, так, культуру, искусство именно народов республики. Так? И, конечно, народные мастера, кузнецы, Запевал Асохай, Олонхосуты вдохновением всегда участвуют, всегда готовятся. Да? И в этом году 200 Олонхосутов участвовало именно в конкурсе Олонхо, например. Да? Это говорит о том, что именно все больше и больше становится очень популярным Олонхо. Олонхо – это знание языка, знание фольклора, знание культуры, духовных начал своего народа. Да? И потом в этом году отличительной, так, именно отличительным направлением, да, и уникальностью вот этого именно Эсэха Олонхо в том тоже стало то, что мы специально сделали тюсюльге для народов именно севера, да, именно для малочисленных народов севера. Так, именно вот даже вот выпустили фольклор эвенов о Меконе книгу, да, и, конечно, хедя, так, круговой танец вот народов севера, да, там был конкурс, как наравне и Асохай, и хедя было, да, и потом наравне с Олонхо был конкурс Немкан. Это именно тоже эпическое произведение эвенов, да, и наши конкурсанты, участники, они, вот вы тоже видели, благодаря телевидению, все население слышало, как наши запевалы вот Немкан, они наравне с Олонхо тоже запевали, и поэтому нам удалось именно показать, соединить многообразие эпосов народов севера, культуры, искусства, да. И с другой стороны мы показали и конское убранство, да, где участвовали наши мастера с разных районов, да. И с одной стороны показали, как именно убранство оленеводов, так, как именно должно быть выглядеть традиционное эвенков, именно подготовка оленей, именно седло оленя, да, как именно испокон веков передавалась традиция народных оленеводов. Так? Это нам тоже удалось показать, поэтому многообразие культур, искусства и потом фольклора, с одной стороны, и многообразие вот именно занятия хозяйствования, да, показали. Это тоже прекрасно и как бы дает именно оптимизм, что мы будем из поколения в поколение передавать народные традиции. Афанасий Иванович, вы к нам сегодня пришли с книгами, часть вы уже показали. Вот хочу остановиться на этом фиолетовом альманахе. Что это за книга? Давайте подробнее про нее поговорим. Это именно сказы о Меконе, именно сказки о Меконе, Мекон на Молоде. Именно здесь вот нам благодаря Эсэху Олонхо, Институту Олонхо,
Северо-Восточного федерального университета, Аймяконский район, ассоциация Лонхо, театр Лонхо, так удалось именно издать такое, как бы собрать многообразие именно сказаний об Аймяконе, да, именно из уст жителей, так, которые и сейчас живут, так, и которые в свое время оставили свое видение и сказание о земле, о полюсе холода, так, какие прекрасные люди живут и чем занимаются, и как они видят жизнь именно в серединном мире, как они боготворят солнце, как они наслаждаются именно жизнью и как идет вот именно отношение к природе, бережное, да, это все именно вот в сказе Аймяконе. Поэтому мы хотели именно тем самым сохранить уникальность полюса холода, жителей Аймяконе, да, и это, я думаю, будет передаваться из поколения в поколение благодаря тем трудам, которые были еще как бы собраны 30-е, 40-е годы 20 века, но получили новое именно дыхание, новую жизнь благодаря Исеху Лонхо. Афанасий Иванович, ну, уверен, что это огромный вклад в развитие будущих поколений нашей республики, а я благодарю вас, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. Ну и напомню, что вы смотрели программу «Актуальное интервью». До новых встреч!